Приветствую студии телеканала Якутия-24. В эфире программа News on Air и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня я расскажу вам о том, как подготовились к поздравлению юных якутян в День защиты детей, как применяют вторсырье в Якутии и о многом другом, минувшем в республике за последние часы. В Якутии поэтапно начнет открываться навигация для маломерных судов. Так, с 3 июня она откроется в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Алекминском районах, с 6 июня в центральных и заречных группах улусов, также в Якутске и Жатае. С 10 июня в северных улусах республики. Сроки могут корректироваться в зависимости от обстановки на водных объектах. Сотрудники Республиканского управления Россельхознадзора совместно с Якутским лесничеством выехали на мониторинг фитосанитарного карантинного состояния лесных массивов. Ежегодно, начиная с мая, проводится проверка хвойных деревьев на наличие сибирского шелкопряда. Как проходит мониторинг и какие методы используют инспекторы, узнала Светлана Амосова. 2-3 сильных удара, из дерева посыпались гусеницы. Бывало она, наверное, 2-3 возраста была. Бывало уже 5-6 возраста. Сибирский шелкопряд – это один из самых вредоносных карантинных объектов. В 2020 году на территории городского округа Якутск наблюдалась массовая вспышка. На одном дереве могло быть более 200 особей, а на сегодняшний день их количество в разы меньше. Раньше наблюдалось, что через каждые 20 лет сибирский шелкопряд дает очень хорошую вспышку. То есть там в литературе пишется, что от 100 до 400 особей на одном дереве, да? И вот эта вспышка, период даже, скажем, да, сократился в связи с тем, что у нас погодные условия очень благоприятные стали. Жаркое и засушливое лето – это отличные условия для популяции шелкопряда. При массовом размножении они могут поедать не только хвойные деревья, но и перейти на другие, тем самым разрушая и убивая лес, ведь он после не восстанавливается. Одна феромонная ловушка у нас развешивается на территории 200 га. При проведении обследования используются 3 основных метода их обнаружения. Визуальный метод, метод околота и применение феромонных ловушек. Их ставят только в период массового лета, а это в начале июля. В 2022 году будет установлено 1270 феромонных ловушек, 350 на сибирского шелкопряда, 200 на усачей рода Монохамус, 50 на непарного шелкопряда. Остальные ловушки применяются при мониторинге на пассивных площадях, оранжереях, теплицах, складских помещениях. По результатам мониторинга обнаруженные насекомые для идентификации и подтверждения карантинного объекта направляются в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Карантинный объект – это вредоносный организм, который не должен быть на территории определенного государства. То есть, если он у нас Российская Федерация, то есть этот организм не должен быть на нашей территории находиться, либо должен быть ограничен, то есть другие регионы и в другие страны данный организм не должен попасть. Такие мониторинги проводятся не только в лесных массивах, но и в сельхозугодьях, в складских помещениях, а также в питомниках, на всех территориях, где может распространиться карантинный объект. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Акцию с заботой о детях провели в Якутске в преддверии Международного дня защиты детей. Так была проведена информационно-разъяснительная работа для граждан, имеющих детей, по вопросам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Организаторы акции подробно рассказали посетителям о том, какие социальные услуги могут получить маломобильные граждане, временно нетрудоспособные, а также матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Очень хорошо, что проводятся такие акции, удобно. Допустим, есть вопросы какие-то возникают, что вот сейчас я подошла и мне все объяснили, рассказали. То есть очень много вопросов, касаемых социальной именно работы, именно по инвалидности, допустим, детей, по рождению, по пособиям. То есть очень хорошо, что проводятся такие акции. Хотелось бы, чтобы проводились они почаще.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые День защиты детей был проведен в 1950 году в 51-й стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. В честь этого дня праздничную подсветку включат на якутской телебашне с 22 до 23 часов. В честь детей и их родителей подсветки также зажгут Останкинская башня в Москве, телебашни РТРС в Туле, Грозном, Костроме, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Саранске и других городах. В столице республики продолжает работу проект по утилизации отходов. На сегодняшний день якутская экологическая компания является крупнейшим заготовителем вторсырья. Все началось со старта проекта «Сохраняю планету», в рамках которого были устроены пункты приема бытовых батареек и круглосуточные экостанции для приема вторсырья. При этом все собранное вторсырье компания отправляла в другие регионы на переработку, в том числе пластик, картоны и бумагу. Сегодня компания может перерабатывать практически весь собранный пластик на территории Якутии. А совсем недавно компания в тестовом режиме начала работу по производству плитки. И уже сейчас производительность составляет до 50 квадратных метров плит в день. Данное оборудование мы запустили примерно месяц назад. Это результат совместной деятельности Якутской экологической компании и регионального оператора по центральной зоне Якутской Кассети. На сегодняшний день мы можем перерабатывать до 20 тонн пластика примерно. Наши изделия – это продукт вторичной переработки, состоят на 30% из пластика. Причем можно использовать различные пластики, такие как пленки, упаковочные материалы, некоторые ланчбоксы и даже некоторые элементы автомобилей, такие как фендеры и бампера. Вот. И остальное – это песок и немного красителя. На сегодняшний день мы изготавливаем 3 типа тротуарной плиты и делаем такую интересную малую архитектурную форму, как скамья. В этом году пройдут 8-е спортивные игры народов Якутии. На этот раз принимающей стороной выступает Усть-Алданский район. Уже начались отборочные соревнования. Нерюнгринские спортсмены будут представлять район почти по всем видам спорта, заявленных в мероприятии. Продолжит Ирина Жданова. Всего в проект программы спортивных игр включены 17 видов спорта. По предварительным данным, ожидается участие около 7 тысяч спортсменов из всех районов республики. Спортсмены Нерюнгринского района очень основательно готовятся к соревнованиям и подготовке барагонцам к 8 спортивным играм. Проходят отборочные соревнования в городе Якутск. Очень много спортсменов занимают первые места. Легкие атлеты очень хорошо выступили. Бокс. Буквально вчера или позавчера закончились соревнования по баскетболу. И наши ребята тоже прошли отборочные соревнования. Отборочные соревнования проводятся с марта по июнь. Особое внимание уделяется вакцинации спортсменов, тренерского и судейского состава. Первыми путевки к играм разыграли борцы. Борьбу продолжили футболисты и боксеры. Собирались мы на чемпионате республики. У нас было в каждом весе по 8 человек. Вот таким образом 6 человек отобрались. В данный момент тренируемся, подготовимся. Сейчас выезжаем на чемпионат Дальнего Востока, чтобы провести еще несколько боев. Там отбоксируем, и дальше будем готовиться. 8-е спортивные игры народов Якутии станут одним из самых ярких и запоминающихся событий 100-летнего юбилея республики. И в этих соревнованиях зрителей ожидает ряд нововведений, таких как баскетбол 3 на 3, соревнования по комплексу ГТО, спортивная ходьба и женская борьба. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу все, ну а я продолжаю следить за самыми интересными событиями о туризме, быте и традициях Якутии. Встретимся в следующих выпусках News on Air. Всего доброго!